Всем привет! Всем привет! Продолжаем наши прямые эфиры с интересными людьми, с нашими интересными земляками. И сегодня у нас в гостях будет Сария Кильдигушева, которая работает бортпроводником. Узнаем секреты самой необычной, самой можно сказать, и романтичной профессии, потому что для меня всегда было интересно, как вообще работают, интересно было узнать секреты работы бортпроводников. Всем привет, кто... И сегодня у нас в рамках проекта Башкор 2.0 мы всегда проводим эфиры на башкирском языке, но сегодня у нас будет на русском. Вот, но вы можете мне писать, вот башкорская Эльвира, салям, бетагля. Так, давайте, Сария, сделай так, чтобы отправь запрос на участие в прямом эфире, и мы тебя подключим, я тебя подключу. Всем привет. Нужно нажать на «Стать гостем». Я сейчас тоже расскажу, какие у меня ощущения от полетов, и задам вопросы. Сарии очень интересно то, что меня всегда интересовало, я сегодня смогу задать. И если вы захотите, вы тоже задавайте. Привет, моя бади. Сария, нажми на кнопочку «Стать гостем». Тебе нужно, чтобы я тебя могла пригласить в прямой эфир. Спасибо. На самом деле я сейчас подключила. Хорошо выглядишь. Я просто сделала фильтр, поэтому можно и без фильтра, конечно. Но я, может быть, сейчас уберу фильтр, скорее всего. Сария, привет. Сария, стюардесса, бортпроводник, как мы называем. Мы сейчас спросим, как лучше, как правильнее называть, бортпроводник или стюардесса. Вот я нажала. Давай, сейчас. Сейчас у тебя подключится. Хайрли кун. Привет. 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 Ой, связь хорошая. Отлично. Так, я уже немножко рассказала про тебя. Ты можешь сейчас тоже представиться. Сказать, сколько, ну, если не секрет, сколько тебе лет, где ты живешь, чем занимаешься. Привет всем, меня зовут Сария. Мне сейчас 24 года, я живу в городе Москва. Я работаю бортпроводником в международной авиакомпании в Москве. Очень интересно. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этой профессии? Мечтала ли с детства стать бортпроводником? Или это случайно какие обстоятельства? Как это все произошло? Я мечтала стать в школе полицейским, но я мечту не осуществила. Когда я училась в университете, у меня были, конечно, идеи стать бортпроводником, стюардессой стать, но я хотела работать в авиакомпании Emirates. Вот. Ага. Но, конечно, уровень английского мне не позволял работать в этой авиакомпании, поэтому я решила устроиться либо в авиакомпанию UTR, либо в S7, либо в Аэрофлот. Но так как Аэрофлот является лидирующей сейчас у нас авиакомпанией, поэтому решила прийти в Аэрофлот. Вот. Для этого мне нужно было, конечно, улучшить английский язык, изучить другой язык, но хотя у меня был турецкий язык, но, конечно, это не котируется у нас в авиакомпании, поэтому все равно это как бы плюс для меня. Вот. Я ходила на групповые занятия, я ходила к преподавателю, заниматься английским индивидуально. Вот, сама занималась, то есть самостоятельно. Таким образом, я решила, наконец, отправить свое резюме в официальный сайт авиакомпании. Вот. И через несколько дней мне пришло на почту сообщение о том, что я прошла первый тур.
Мгм. То есть ты, получается, учился в университете на другую, у тебя профессия другая была специальности, да? Да, я преподаватель башкирского и турецкого языков. То есть турецкий, вот. Я как раз-таки хотела спросить, откуда у тебя знание турецкого языка? То есть ты у нас в Уфе Мгм. училась на Да, преподавателя. в Уфе, когда я поступала в университет, у меня было два выбора, либо выбрать английский язык, либо турецкий. То есть, так как я изучала английский в школе, мне уже надоело, честно говоря, и я хотела что-то Мгм, новое, поэтому я мгм, выбрала турецкий язык. мгм. Сейчас на каких языках свободно можешь говорить? Сейчас я говорю на английском языке, у меня вот сейчас как интермедиа вроде как, я уже повысила немного английский язык, занимать, потому что у меня парень иностранец, вот, Мгм. вот, турецкий, да, я была в Турции, я практиковала, там общалась с местными людьми, поэтому я могу не так свободно, но общаться могу на турецком языке, то есть так как я иностранка для них, поэтому я могу общаться с ними Мгм, на турецком языке. Вот, мгм, сейчас я начала изучать арабский язык, я ходила на курсы арабского языка, вот, мгм. почему именно арабский, почему, например, не Да, я хотела немецкий? спросить, Это почему арабский? да, потому что мне было очень интересно прочитать, например, да, священную книгу на оригинале, то есть мне было Мгм, очень интересно, как бы, я как мусульманка, да, мне было мгм, всегда интересно, меня бабушка всегда читала аят, суру она знала, читала намаз, поэтому для меня было всегда интересно знать этот язык, тем более арабский это я думаю, мне обязательно нужно этот язык знать, потому что интересный язык, и тем более, когда я мусульманка, мне интересно вот читать такие, так сказать, буквы мгм. с иероглифами. Мне было всегда интересно. Вот Гульназа из Германии, она живет в Германии, тоже у нее немецкий язык, английский, тоже русский, башкирский. Вот Гульназа спрашивает, «Гараб таля каен матип хораля». Сложно ли язык арабский? Изучать сложно? Арабский, наверное, это, как вам сказать, это, наверное, индивидуально, но для меня арабский язык не так уж и сложный, потому что там м, грамматика, так сказать, простая на самом деле. Вот смотришь, это все как бы иероглифы, вроде как сложно, Мгм. но на самом деле, если все это понять, а, это не сложный язык для То изучения. есть тебе дается легко, да, получается? Да, потому что я башкирка, у нас много букв на башкирском языке, и, Мгм. соответственно, на И арабском звуки. языке есть Мгм. буквы, которые похожи, да, по звучанию, и я знаю турецкий язык, это все, ну, тюркские языки, Да. поэтому для меня как бы легко Мгм. дается эти языки. Ну, здорово, классно, классно, молодец. Так, еще вот такой вопрос, кстати, интересует меня. Вот пишет стюардесса, бортпроводник. Как вообще правильно? Какое слово нужно употреблять? Бортпроводник или стюардесса? Документально идет бортпроводник, Мгм. А вот. просторечие в А, жизни можно стюардесса. да, просторечие, Мгм. да, стюардесса. Ага, А ты поняла. некоторым людям говоришь, например, бортпроводник, они думают, что я работаю, например, в поезде, да, вот, поэтому, когда говоришь стюардесса, они сразу понимают, что я работаю на Мгм. самолете. То есть ты сейчас довольна ли ты своей профессией, своей должностью? Нравится ли тебе летать, вот, работать в этой сфере? Я довольна, но во всех, так сказать, профессиях есть свои минусы и Мгм. плюсы. Мгм. Из плюсов я бы отметила, что я вот могу путешествовать по миру, я могу привести фотографии, да, в старости, что вспомнить и общаться на английском языке. И это, конечно, очень красиво бывает в таких странах. За один год, например, увидеть несколько стран. Вот. А, Потому что, ну, все хотят стать стюардессой, как бы, да, все девушки, как я знаю. И я вот
не хотела в старости вот сидеть и думать, блин, а почему я не стала бортпроводником, например. Мгм. Вот. А из минусов хотела бы сказать, что это нервная работа, и люди с характером, так сказать, тоже бывают на Мгм. борту, конфликтные люди бывают. Устаешь, например, лететь на Мальдивы 10 часов, да, 9:40. Вот, Мгм. поэтому это тоже организм может ухудшиться из-за таких полетов. Вот, Ты поэтому, чувствуешь, да, вот это, как бы, как влияет на твое здоровье? да, у меня вот начали выпадать волосы очень сильно. Минусы Вот. профессии, да? Да, и устаешь, конечно, каждый раз, тем более, когда, а, например, во время регистрации, да, у кого-то там пассажира отобрали какую-то сумку или там какой-то предмет, и он злой приходит на борт, и все это как бы Мгм. а, отражается на нас. То И есть вот. для вас важно, чтобы у пассажиров было хорошее настроение, чтобы они разговаривали позитивно, да? Для вас это важно? Ну, как бы это не то, что так важно, просто у разных людей разный характер, я бы сказала. Люди, некоторые идут на конфликт, они хотят, не знаю, может быть, есть такие люди, которые вот приходят на борт и сразу вот видишь, что человек уже хочет что-то, ну, предъявлять, например, да, претензии Конфликтовать. свои Ага. там, Мгм. да, конфликтовать. А, Мгм. Вот Поэтому несколько... Но с все-таки, да, я такими людьми, поняла. конечно. Мгм. Вот Гүлназ апа из Германии спрашивает, башта көрмей қалдым, сетелге сыққаны бар ма Сарияның, бывала ли ты в других странах? И вот еще Ильги спрашивает, куда обычно летаете? Ну, расскажи тогда, какие у тебя, какая география твоих полетов? Мгм. Хочу сказать, что география полетов зависит от типа самолета. То есть у одного бортпроводника, например, Airbus 3020 и Boeing 737. Значит, этот человек летает в Европу и по России. М, Вот. мгм, Вот у меня 5 типов. Это Airbus 3020, Boeing 737, Boeing 777, Airbus 3030, Сухой Суперджет. мгм, Вот. Допуск у меня есть на 4 типа. Я летаю, получается, по России, в Китай. В Китай я редко летаю. мгм, В Китай летает Boeing 777, то есть у меня допуска нет на этот самолет. То есть по мгм, России, на Мальдивы летаю, в Японию, в Европу летаю. Вот, мгм. то есть вот такая вот география. Очень интересно, интересная квалификация. Так, пишут, что работа нервная, тромбоз. Ну да, я думаю, что это вот варикоз, да, вот такие вещи влияют, ну, Да, да, потому что да. все время на Мгм. ногах. Потому что я вот, ты уже сказала, что вы устаете. Мы когда летаем на дальние расстояния, типа, вот я помню, куда мы летели, то ли на Мальдивы тоже, Эмирейтс, я помню, в конце у девочек, стюардессы, бортпроводниц, глаза были уже красные. Мне таких было жалко, еще же они на каблуках ходят. Вот, поэтому вы, конечно, вот Да, я обычно, просто... когда косметика, Мгм, ага, когда есть косметика, тоже тени, например, да, карандаш на глазах, поэтому из-за этого тоже краснеет, потому что мы не спим, нам нельзя спать во время работы, даже если, например, половина самолета, да, мгм, есть, то есть 50/50. Вот в таком случае даже мы не должны отдыхать, мы должны работать, мы чем-то должны быть заняты. Поэтому мы всегда на ногах, и м. глаза тоже красные, поэтому это тоже А я, вредно. то есть, я думала, что вы можете поспать, потому что я видела такие ситуации. Может быть, тогда стюардесса была не на, ну, как бы не ее основная работа, она просто, возможно, летела этим рейсом, да, вот, и она может тогда Мгм. поспать, скорее всего. Ну, вот в некоторых рейсах есть, например, да, разрешение там на отдых. Мгм. Например, если в бизнесе, например, никого нету, или в хвостовой части выделяют, например, 2 кресла, чтобы бортпроводники отдыхали. Но это не всегда, это бывает очень редко. Мгм. Поняла.
Так, вот тут пишет курица или рыба. Вот я хочу от себя добавить, что на самом деле многие, кто вот так вот, ну вот шутку написали, многие как бы воспринимают бортпроводниц вот именно то, что они приносят еду, да, а на самом-то Мгм. деле как раз-таки вас учат мерам помощи именно в сложной ситуации, первая медицинская помощь, первая помощь. И по сути, вот я думаю, что это не совсем правильное восприятие вашей работы, да, вот, потому что на Мгм. самом деле к вам нужно относиться к тем людям, которые будут нас спасать в чрезвычайной ситуации, да, ведь? Да, есть такие люди, которые вот приходят на борт и говорят, что вы делаете, ну, как бы это ваша обязанность, например, приносить еду и как бы Мгм, предлагать воду, чай, да, кофе. На мгм, самом деле у нас основная задача — это быть готовым ко всем ситуациям. Мы должны уметь эвакуировать людей, спасать, то есть оказывать первую помощь. мгм. Мы умеем даже тушить пожар на борту, вот, Да. и помогать, например, командиру корабля, если потерял сознание второй пилот, М, эвакуировать его, да, во всех ситуациях, ко всем таким ситуациям мы должны быть готовы. Вот, мы мгм. сдавали экзамены, и когда, например, нас провозят на самолетах, инструктора проверяют наши знания. Мгм, мгм. Стальные нервы Каракинда я в сфере услуг не смогла бы ботнуть нам по башке. Ну да, это на самом деле очень нужны стальные нервы, я думаю, что. Мгм. И вообще не только в общении с пассажирами, а в общении с коллегами, да, все-таки. Да, да, конечно. И у коллег тоже разные характеры, то есть они могут, например, пассажиры нажимают на кнопку, и наши, например, не хотят пойти, там, ну, вот есть люди, которые перекладывают свои обязанности на другого человека. Конечно, есть такие бортпроводники, и это, конечно, сложно, когда ты попадаешь с ними на командировки, да, на Мальдивы, например, или в другие страны, куда лететь очень долго. Конечно, трудно с такими людьми работать. И, Мгм. конечно, знаете, я бы хотела сказать, что если попадается, например, деструктивный пассажир, а коллеги хорошие, тогда вот в таком случае, конечно, легче, потому что если тебя коллеги понимают, ты можешь пройти через что угодно. А когда вот и коллега плохая, то и если пассажир плохой, то, конечно же, в два Мгм. раза сложнее вот так, ну, работать в такой Да, в ситуации. любой, согласна, согласна, в любой работе, в любой ситуации, когда есть коллеги, которые понимают, поддерживают, это, конечно, намного легче. Вот. Артур Агай, башкорт теле биде онытмайык. Артур Агай, у нас все прямые эфиры, на самом деле, на башкортса, без бөтә прямой эфирларда башкортса үткәрәбез. Һәм менә Башкорт 2.0 проектының YouTube каналына инеп карасагыз, анда бөтәһе лә башкортса, но был ошо эфирде шундай шарттар булгайны, без рус телендә үткәрергә булдык. Это вот у нас первый эфир на русском языке в рамках нашего проекта. Хотела еще спросить, какая вот иерархия у вас у вас, как сказать, как карьерный рост делается? Кто сначала, кем вы являетесь стажером, да, вот как это все происходит? И ты на какой сейчас стадии? Когда человек приходит в нашу авиакомпанию, да, только-только начинает работать, первые 2 рейса он является стажером. Второй рейс будет уже с инструктором, показывать свои знания, рассказывает про самолет, на каком типе этот человек летит. Вот. После получения допуска этот человек является самостоятельным бортпроводником, который умеет работать на борту. Вот. После чего можно стать наставником. Это решает начальник отделения, либо инструктор. Если у бортпроводника нет никаких замечаний, хорошо работает, да, никаких нареканий, то этот человек может стать наставником для других бортпроводников, которые только что пришли, да, которые не умеют работать еще на борту. Вот.
И по желанию бортпроводника можно стать старшим бортпроводником. После старшего бортпроводника можно стать инструктором, потом старшим инструктором отделения, потом начальником, а потом уже еще выше поднимают, например, там начальника других начальников или глава, например, каких-то подразделений. Мгм, мгм. А у тебя сейчас кто ты? Наставник? Я бортпроводник, я наставник сейчас. Ага, ага. А ты можешь чуть-чуть, у тебя вот иногда так глаза обрезают, вот тогда подальше, Мгм. чтобы. А, так, вот вопросы, много вопросов. Вы сейчас на карантине, сейчас мы к этому вопросу вернемся. Самолетта сұрашақ қызық болар еді. Да, вот я всегда думаю, вот бы Сарию встретить. Кстати, вот ты 1,5 года как бортпроводник, да, ведь? 1 год и 4 Да, месяца, сказала мне да. сегодня. И какие страны посетила? Какие больше всего понравились, куда бы хотела вернуться? Мне очень понравилось в Египте, город Каир. Я советую, если вы будете в Каире, посетить Национальный музей Египта. Там находятся мумии, предметы, которые найдены в пирамиде. М, мгм, Да, вот. И мне еще понравилось в Нидерландах мгм, город Амстердам. мгм, Там очень интересные музеи. Мы еще попали... Так, мы встретили Новый год в Амстердаме. мгм, Вот. Там был фестиваль света, всякие лампочки, вот эти архитекторы, они создали там какие-то рисунки, всякие маленькие памятники, так сказать, из каких-то материалов, и они как бы светились, то есть там был фестиваль такой. Вот, мы мгм, посетили всякие музеи, было очень интересно, конечно. То есть э, есть такой музей, когда вот, например, люди оставляют записку, я не знаю, что какой-то документ, если человек умирает, может, так сказать, остаться в музее, то есть кремируют, что ли, как это называется. То есть мгм, тело живого человека остается в музее. мгм, мгм. Вот, Не такие слышала. вот есть Мгм, места. Понравилось еще в Мадриде, мгм. а, в Тель-Авиве понравилось, конечно. На Мальдивах, конечно, понравилось. Ты тоже вроде как была, да, на Мальдивах? Да, 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 да. Вот, А вы сколько да, дней там очень... были? Вот вы приезжаете, вам сколько дней дают на отдых? Там на разных командировках разные дни. Смотрите, например, ты во вторник улетела, и ты Мгм. попадаешь на 3-суточные Мальдивы, да? А А, если улетаешь, например, в среду, то суточный. Я была сутки на Мальдивах, так, сутки в Барселоне. Я попала только на 2 суток, вроде как в Тенерифе. Я была с инструктором, я получала допуск на 330 самолет. то есть ты можешь приехать в другую страну, еще там сдавать какие-то экзамены, что ли? Ты говоришь вот с Нет, нет, инструктором. нет, мы улетели на 330 самолете с А, инструктором, и когда я получала допуск, и мы а, попали на командировку, потому что туда лететь долго, и поэтому мгм. мы остались там на командировку. Интересно. Получается, Вот. инструктор, он всегда летит с вами, да? В самолете всегда с вами. Да, да, конечно. Поняла. Работает со стажером, да, проверяет знания, проверяет, как она работает, например, да, девушка, как Мгм, мгм, предлагает напитки, еду. Вот. мгм. Интересно, интересно. Так, вот тогда давай вернемся к вопросу. Азамат Хафизов, да, по-моему, спросил, как у вас сейчас ситуация? Вы сейчас на карантине, он спрашивает. Вот расскажи сейчас, какая ситуация происходит у вас на работе. Ну, понятно, Сейчас что да, коронавирус на вас сильно повлиял, и насколько сильно, вот насколько ваша работа изменилась? Сейчас у нас 3 терминала закрыли, работает терминал Б. а, То есть до этого, если в день выполнялись рейсы там, на 100 направлений, да, по России, сейчас Мгм. осталось только 20 направлений по России в Мгм. день, за один день. А,
Сейчас я не на карантине, просто у меня сейчас выходной сегодня, потому что рейсов, так сказать, не хватает для бортпроводников. У нас очень Мгм. много сотрудников в нашей авиакомпании. Вот. Многие сейчас находятся в отпусках, Мгм. а кто сейчас работает, то очень мало часов, так сказать, получает. Мгм. Если я вот до этого в месяц м, зарабатывала 80 часов, 80, Мгм. 90 часов, Мгм. сейчас у меня, так, сегодня 8 число, так, 16 часов всего лишь. В месяц, ну Вот, у да. меня, вот, да, 8-й день, да, сегодня я Мгм. слетала только на Сахалин, Мгм. вот, поэтому я сейчас не на карантине, просто вот из-за того, что у нас рейсов нет, мы должны вот сидеть дома, так сказать, да, ждать следующего рейса. Мгм. А у тебя, Вот. получается, основная база, скажем, твоя локация это в Москве, да? Тебя забирают из Москвы, получается, в Да, основном. да, да. Мгм. В Мгм. Москве я живу. Ага, живешь в Москве, поняла. Мгм. Да, вот этот еще вопрос от Давлет Шиналав, Фаузия, по-моему, да? Были ли ЧС в самолете? У меня тоже такой вопрос был. Были ли такие ситуации, когда нужно было принимать какие-то меры, чрезвычайные ситуации в самолете? У меня было, а, я не скажу, что это ЧС, просто девушка сказала, что ей не хватает кислорода, Мгм. вот, и мы были вынуждены, так сказать, снять со штатного места кислородный баллон для этой девушки, для этого пассажира, вот, и другое, это когда а, пассажир пришел на рейс пьяным. Вот, то Мгм. есть он а, как-то себя вел некрасиво, потому что другие пассажиры жаловались, сказали, почему вы взяли его на борт, вот, Мгм. он нам мешает, пахнет ужасно, поэтому нам приходилось, конечно, его успокаивать и предупреждать устно и письменно. Мгм. Мгм. Понятно. Ну, слава богу, что не было таких, ну, чрезвычайных, более страшных ситуаций. Так, вот так пишет Гульназа. У меня сосед решил пошутить и сказал, типа у него клаустрофобия, и попросил вина. Стюардесса куркап кетті, мне пришлось вмешаться. Девушка, он шутит, ему выпивка нужна. Типа, окей. Ну, бывают такие шутники. Понятно. Первый полет, так, Юндус спрашивает, первый полет, куда эмоции какие? Первый полет был у меня в город, в город Уфа. Почему Уфа? Потому что ты из Уфы или так случайно получилось? Нет, это случайно так попалось. Мгм, Вот. мгм, И мне, конечно, было интересно, ну, как интересно, просто я 1,5 года была в Москве, и я домой не приезжала. Конечно же, м, когда поставили мне Уфу и прилетать и улетать обратно, конечно, было жалко. Я, конечно, хотела встретиться с мамой, например, да, поехать домой. Вот. Было да, интересно, что вот мне попался такой город, как бы мой родной город. Вот. прикольно, Было да, интересно, и бригада была хорошая, мне очень понравилось. да, да, да. А ты вот прилетаешь в Уфу и сразу же улетаешь, получается, да, ведь? Из Уфы. Да, да, получается, я прилетела в Уфу, мы проводили пассажиров, потом приходит у нас уборка на борт, после чего уже мы ждем других пассажиров и обратно улетаем в Москву. Мгм, мгм. Так, Азамат спрашивает, Хафизов, коллеги постоянно или каждый раз меняетесь? Да, коллеги каждый раз меняются. У меня было, наверное, за 1,5 года только 2 бортпроводников я видела второй раз только, то есть я почти А, никогда не вижу с ними. то И есть вам... даже, Мгм. ага, и даже в аэропорту я их не вижу, то есть могу через только 7 лет увидеть их, наверное. Так интересно на самом деле. Да. А мы так думаем, что вы, наверное, уже все время там дружите, да, как-то. Оказывается, не так.
Да, Прикольно. ну, конечно, есть бортпроводники, которых там, например, я встречаю на улице, там, около аэропорта, да, но это бывает очень редко бывает. Мгм, мгм. Прикольно. В Москве шехрами, да, она живет в Москве, мы уже ответили. Фрапорт. Что такое фрапорт? Фрапорт. Это что? Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, сохрани. Надеюсь, что нормально все будет. Плохо сейчас, нет нарядов, да. Нет нарядов. Наряд — А, это когда, да, отправляют рейсы на ага. почту, и получаешь наряд. Наряд в какой город, например. Уфа или Мгм. там Магнитогорск, как называется наряд. А если не секрет, куда твой следующий наряд? Следующий наряд я не получила. У нас наряд приходит по вторникам и по пятницам. А, да? Ага, мгм, Да. поняла, То есть поняла. следующий, да, так, в Ты пятницу получишь я пятницу. узнаю. Да. Мгм. Мгм, хорошо. Так, Франкфуртский аэропорт. Ты туда летаешь? Вот там, где Во живет наша Франкфурт, получается. во Франкфурт я летела в прошлом году. Это было, наверное, в октябре. Это было давно. Понятно. В общем, если Гульназапай, ты узнаешь Сарию, Сария, у тебя Сария же написано здесь, да? Да, да, Сари. Вот, так что Сарьяно. обязательно узнаешь, знаешь, что это наша. Прикольно. Я думаю, что да, вы можете когда-нибудь встретиться. Еще такой, мне всегда было интересно, можете ли вы зайти в кабину пилота? Или, может быть, там засунуть голову, посмотреть? Ну, вообще, или это такая запретная зона? Во время полета, конечно, я не могу. Туда могут попасть только старший бортпроводник, который работает в классе бизнес, и бортпроводник, который обслуживает питание пилотов. Вот, и А, если я позвоню, например, да, в кабину пилотов, то это считается как экстренный вызов, что что-то случилось ой, господи, в кабине, ага. и это уже будет как захват самолета, грубо говоря. Понятно. То есть вы не контактируете с пилотами во время полета, Да, получается? да, в хвостовой части, да. Если я Мгм. буду, например, работать в бизнесе, то Бизнесы? я могу, да. Но ты можешь, если только, ну, у тебя есть какое-то там дело к ним, да, там питание принести, да, что-то такое. Мгм. Но Ну, я могу позвонить только в экстренных ситуациях, когда у нас идет разгерметизация, когда а, кому-то плохо стало, когда у нас захват пассажиров, да, либо захват, мгм, когда захват на борт проводника и когда уже идет захват самолета. Вот в таких случаях я могу набрать мгм. командира. Поняла, поняла. Вопросы начинаются по поводу обучения. Вот говорят, есть ускоренные курсы по английскому для стюардесс. Так ли это? Если да, посоветуйте. Давай начнем с того, что расскажи немножечко, сколько вообще времени занимает обучение на бортпроводника? И вот на этот вопрос по поводу английского, где можно быстро, ускоренно получить знание английского. Так, ну, есть специальные курсы у нас в нашей авиакомпании, то есть там, а, туда я не ходила, но там обучают, то есть готовят к экзаменам на английский язык, да, для сдачи английского языка. Вот, но по поводу ускоренного я не знаю. Вот я сама готовилась, и ежегодно я сама готовлюсь, я сама сдаю, потому что у меня есть база, я знаю грамматику, и просто мне нужно не лениться, а просто готовиться, да. Мгм. Вот, а так, по поводу ускоренного английского не могу сказать. Да, вот, оказывается, это Ришат Хашгалеевич задал вопрос. Здравствуйте. Хорошо. То есть, вообще, может быть, какие-то другие курсы английского посоветуешь? Как лучше самой, да? Вот лучше всего, если есть база какая-то, изучать самой, да? Вот ты сама изучала английский. Ну, смотря куда, если вот хотите работать, например, бортпроводником, да, то есть вам нужно уже найти преподавателя, который именно готовит бортпроводников на ежегодный экзамен. Я М, могу посоветовать, да, преподаватели, они есть.
Вот, да, если у вас другие цели, например, поступить в университет, то нужно, конечно, а, найти другого преподавателя. Мгм. Мгм. То есть вы ежегодно еще сдаете экзамены по английскому, да? Еще какие экзамены Да. ежегодно нужно сдавать? Ежегодно мы сдаем экзамен на опасные грузы, авиационную безопасность, английский язык, медицина, сервис. Мгм. И еще делаем так, тесты на все типы самолетов. Если у меня Мгм. 5 типов, значит, я решаю эти тесты на 5 типов тоже. Мгм. Мгм. Также Интересно. мы идем тушить пожар. Раз в 2 года мы в бассейне тоже купаемся, показываем свои, так сказать, А, зна- навыки плавания. навыки плана. Понятно. Интересно. Я часто летаю, и 50% из них через шарик. Будет прикольно, если вас увижу. Что такое шарик? Шереметьево? Это Шереметьево, да. А Понятно. если Внуково, это внучка. Домодедово, это Понятно. Что ты дома делать? Дед? Домодедово домик, А, говорят. домик. Ага. Да. Интересно. Шарик, да, если что, вот, вот теперь знаете нашу землячку. А ты, получается, у тебя в основном Шереметьево, да? Ты, твой Да. терминал, твой аэропорт. Мгм. Очень интересно. Да, на самом деле очень интересно. Говорят, вот им для меня вообще профессия стюардесс это всегда что-то такое сложное, кажется. На самом деле я все еще боюсь летать. У меня был период, когда я вообще не боялась, но я летаю почти каждый месяц, но я боюсь. Вот у тебя есть какой-то такой страх самолет, ну, страх, особенно во Нет, время взлета? нет, у меня никогда не было такого страха. Когда говорят, что люди там боятся, да, я боюсь, дайте мне валерьяну. Говорю, думаю, зачем? Ты Зачем даешь им бояться? валерьянку, да? Конечно, просто я говорю, что и зачем бояться, как бы все хорошо, все нормально. У нас работают профессионалы, да, за штурвалом, поэтому бояться нечего. Понятно, то есть ты так успокаиваешь. Да, потому что у нас как бы таких ситуаций, слава богу, не было, что там из-за турбулентности, из-за взлета там бывало, что ЧС, да, ну, у нас работают профессионалы, у нас за штурвалами и на борту тоже, поэтому Мгм. я думаю, беспокоиться нечего. То есть ты турбулентности тоже не боишься, когда вот прям сильно трясет? Нет? Просто нужно, Что нужно конечно, делать, да? соблюдать безопасность, то есть, когда вы приходите на борт, у нас идет показ аварийно-спасательного оборудования. Мгм. Вот. А во время турбулентности нужно пристегнуться и следовать указаниям бортпроводников. Мгм. Мгм. Да, вот пишут, что самолет считается самым безопасным способом передвижения. Да, я согласна. Тоже Мгм. по статистике это действительно так. И вот у меня были случаи разные, ну вот когда сильно трясет, да, страшно, и вот когда мы недавно, ну, в сентябре, это полгода назад, мы в Таиланде садились, и из-за сильного дождя мы не смогли сразу сесть, и так садимся, и резко самолет начинает, ну вот резкий гул двигателя, и резко начинает набирать высоту. И вот это мне тогда было очень, конечно, страшно. У вас такие ситуации часто бывают, что вы не можете с первого раза сесть и заново там набираете высоту? Лично у меня такой ситуации не было. Вот недавно было такое, что на 330-м пилоты не смогли убрать шасси. Когда Ага. мы уже взлетели, шасси не могли убрать, О, поэтому, конечно, было интересно. но Вот. потом все нормально. Да, потом все было нормально, слава богу. Ну, понятно. Так, вопросы. Есть с Москвы до Чебоксара рейс прямой? Ты знаешь про это? Есть ли до Чебоксаров прямой рейс? У вас есть? Чебоксара, я туда не летала, поэтому точно не могу сказать. Если я сейчас скажу «есть», это будет... Ну, в общем, не- я тоже не знаю, мы не знаем, если прямой рейс, наверное, в интернете надо смотреть. А много ли Ильгиз Барлыбай спрашивает, много ли из Башкортостана бортпроводников? Да, я могу сказать, что много. Это я заметила даже тогда, когда я пришла
проходить летную комиссию, там были ребята из Уфы Мгм. достаточно много, М. да. А ты где? Ты в Москву приехал? В Москве это было? Да-да-да, я проходила медкомиссию сначала в Уфе, потом Мгм. повторно контрольную еще проходила в Москве. То есть, как бы, я думала сначала, ну, раз я прошла в Уфе, да, все нормально, все хорошо, меня же пропустили, я сейчас отдам все анализы, и все, как бы, я Мгм. поступила. Мгм. Оказывается, нет. Мне говорят, нет, дорогая, ты сейчас пройдешь еще этих врачей, да, пойдешь на второй круг, Мгм. Мгм. типа, мы Мгм. сейчас тебя проверим, как бы, на самом деле, как бы, ты здорова, ну, Мгм. подтверждение того, ты можешь летать. Вот. Ну, в общем, Вот все там я увидела супер. наших, да. Мгм, мгм. А вот еще хотела спросить, кого сейчас больше? Ну, вообще, раньше всегда в основном было женщин, ну, и сейчас, наверное, считается, что женщин больше, да, чем мужчин. Или сейчас как-то тенденция меняется? Кого больше в основном, если говорить про гендер? Больше, конечно, девушек. Мгм, Мужчин мало. Вот. мгм, У нас есть пилотессы, их 20 у нас в Аэрофлоте. мгм, мгм, Вот. Поэтому, конечно, нам легко работать с мужчинами, вот, мгм. но, к сожалению, их мало. Интересно, интересно. А Мгм. когда девушка-пилот, тебе не страшно? А что-что? Когда командир или там пилот девушка, тебе не страшно? Нет, не страшно, потому что в нашу авиакомпанию приходят только люди, которые очень хорошо разбираются в своей профессии, М, поэтому я мгм, думаю, что мгм. мы, Ну, понятно. Когда ты так знаешь, что сказать, профессионал, будем... да? Когда, Что? когда, когда ты знаешь, что эти люди профессионалы, ты уже не боишься, получается, Ну, как когда бы твои коллеги. я, когда еще не работала бортпроводником, я вообще изначально не боялась высоты, там, да, из-за того, Мгм, что там самолет трясет из-за воздуха. Но как бы, когда начинаешь разговаривать, например, с пилотом, да, и сразу понимаешь, что человек ответственный, серьезный, на него можно полагаться. Вот из-за мгм, этого как-то ощущение такое, что мы на руках мгм. профессионала. Понятно, понятно. Это здорово. Конечно, с мужчинами вам хорошо отправлять их на кухню. А, Ну да, понятно. когда у нас парень, она работает у нас на борту, обычно его ставят на кухню, потому что передвигать тяжелые тележки, поднимать контейнера, как бы Мгм. мужчинам все это дело мужчин. Поняла. Поняла. Вот вопрос, да, вот на самом деле, Юнду, да, Юнду спрашивает, Сария, посоветуй, что сделать, чтобы стать стюардессой, куда надо поступать, где-то учат этой профессии? Ну да, вот, допустим, если кто-то захочет стать сейчас после этого эфира, вдохновиться и захочет стать стюардессой, бортпроводником, куда им идти, с чего начать? Есть школа в Новохатка, в Казани находится, там обычно учатся бортпроводники, да, но если вы отучились там, то это не означает, что у вас есть место работы, то есть они не гарантируют вам место работы, вам нужно будет искать самой, там проходить собеседование в других авиакомпаниях, вот, а я училась в Аэрофлоте, то есть я приехала сюда, сначала прошла летную комиссию, потом я начала учиться здесь. В нашей авиакомпании есть школа. Мы Мгм, учились 4 месяца. мгм, Вот, и после чего как бы мы уже заключили а, договор, трудовой договор. мгм, мгм. Здорово, очень интересно. А вообще у тебя бывают такие смешные ситуации на работе, какие-то позитивные моменты? Ну, что ты А, можешь вспомнить? Да, когда я прилетела в Казань, получается, заходили уже пассажиры из Казани, и мужчина такой говорит, типа, Сария Исельмесис, он смотрит на мой бейджик, там же написано Сария, Ага, вот, ага, он подумал, что я татарка либо башкирка, он говорит, Сария Исельмесис, ага. вот, и еще, да, мы летели из Германии, а,
мужчина тоже выговорит из Казани, вот я, говорит, я туда лечу. А, Конечно, это вот увидеть своих людей, даже если не Башкортостан, все равно из наших краев, конечно, это приятно. приятно, да, да. А вот часто ли встречаются иностранцы, имею в виду, часто ли используешь свой английский язык в работе, турецкий язык, часто ли приходится? Английский язык, конечно, использую, да, так, когда, например, инструктируем мы пассажира, которые находятся около люков, да, как М, пользоваться в таких экстренных ситуациях, как открывать, мы все это рассказываем на английском языке. Или приходят пассажиры, да, с ребенком, даем детский спасательный жилет, ремень и рассказываем, как работать, как использовать, куда нажать, если вы хотите там помощи, да, как мгм, отклонять кресло, спинка кресла, где находится туалета, или, например, когда пассажир хочет какую-нибудь таблетку, или там голова болит, все равно мы же говорим на английском языке, мгм, узнаем как бы симптомы, все равно английский язык мгм. здесь, да, нужен. Или, например, они просто вот устают, когда мы летим, например, да, на дальний рейс, они устают и приходят к нам на кухню и общаются с нами, например, на английском языке. Да, Как у да, вас да, дела? Да, да, вы да, да, остаетесь там или нет, или обратно улетаете? Это популярный вопрос. да, да, да. Вот. В таких случаях, конечно, мы общаемся на английском языке. Это, конечно, интересно. А на турецком языке я только 2 раза, наверное, общалась на борту, когда пассажир не знал английского языка, соответственно, наши бортпроводники не знают турецкий язык, в Мгм. помощь пришла я, как бы начала общаться на турецком, вот, и так, на другом рейсе пассажир хотел купить у меня часы со скайшопа, вот, тоже я общалась на турецком языке. Он так Мгм. удивился, почему, откуда я знаю турецкий язык и почему я это изучила, этот язык. Вот. Прикольно. Здорово. Но ты еще, наверное, на башкирском не разговаривала, да? На работе. На башкирском На языке. работе, ну, так, когда я летела из Уфы, там был пассажир, но я знаю, что этот он либо татар, татарин, Мгм. либо башкир. Мгм. Я как-то пыталась говорить на башкирском, но он понимает, но он отвечает на русском, не знаю почему. Понятно. Ну, Вот, ясно. хотя он как с женой общался вроде как на своем языке. Мгм, Вот. мгм. Не ожидал, наверное, что бортпроводник может на башкирском болтать. Да. Прикольно, прикольно. Так, Йондон, эй, Шапказар, горжусь вами, вы доказательство тому, что мы все мечты сбываются. Да, да. А на самом деле, в каком возрасте ты пришла в эту профессию, получается? Никогда не поздно или есть какое-то ограничение? Так, вы можете прийти на эту работу с 18 лет, Мгм. а, потому что, конечно, приоритеты есть а, для молодых, потому что у этого человека нет семьи, да, нет ребенка, там, Мгм. молодой человек быстрее и легче работает, так сказать. Мгм. Поэтому набирают больше всего молодых. Если вот, у меня был, кстати, один знакомый, он пришел в 29 лет и спросили, а почему ты пришел так поздно, почему в Мгм. 29 лет? Вот, 30, конечно, это уже поздно, вот 29 это прям, наверное, Поняла. замыкающий возраст, да. У Я меня... пришла в Ага, 22. 22. О, нормально, да. Мгм. Мне кажется, самый нормальный возраст. У меня друг, коллега 9, наверное, 30, тоже в таком возрасте пришел. Интересно. Мгм. Ильгиз Барлыбаев спрашивает, кого из знаменитостей вы видели? А бывали такие ситуации? Да, бывало. Так, я видела, значит, доктора Албана. М. Знаете, да, такого певца? Доктор, я не знаю, наверное, здесь кто-то знает.
Вот, значит, еще Лободу я видела, Александра Цикала, или Алексей Цикало, Александр Цикало вроде как, Александр да? Цикало, да. Мгм. Александр Цикало с женой я видела, с молодой женой. Мгм. А, Лободу я сказала. И Дима Билана я видела еще. Они все летели вашим рейсом, или ты их где-то в аэропорту? Или вот... Нет, нашим рейсом летели в бизнес-классе. Прикольно, классно, А классно. еще видела, знаете, как его зовут-то? Певца из «Чая вдвоем». Группа есть «Чай вдвоем», Да, там да, я их есть... тоже знаю. Ага, Мгм. поняла. Так. Интересно. Мгм. Дима Он Билан. только летел в экономе, не знаю почему. А, прик- Можешь летать в классе бизнес. М. Но это все-таки требования выше, да? Все-таки сложнее, наверное, там работать. Как вообще люди отзываются? Нет, не сложно, просто желание, главное желание. То есть, М, да, вот, мгм, например, если я сейчас наставник, могу сказать, что вот я хочу работать в классе бизнес. мгм, Вот. мгм, мгм. Так, давайте, ребята, мы скоро уже заканчиваем, уже час, 7 минут примерно осталось, поэтому задавайте вопросы. Так, Азнат Хафизов. В британских авиалиниях мужчина стюарда другой ориентации. Как обстоят дела в России? Ну, мне кажется, это сложно узнать, да, Сергей? Как ты? Мгм. Ну, я сама не видела, конечно, таких парней, и я вычислять их не умею. Вот, М, но там знакомые, друзья, конечно, рассказывают, что есть, да, такие, Ну, везде они да, есть, ну, как бы, но не так, наверное, везде что все есть. подряд, да? Нет, конечно. Понятно. Вот. Интересно. Очень интересно. А, Вот еще вопрос. У вас как-то обязательно ли, чтобы вы там накрашены? Губы обязательно, наверное, у вас вот какие-то требования к прическе и Да, губам? обязательно. То Расскажи, есть у пожалуйста. нас, ага, у нас все прописано, у нас в руководстве. То есть сережки должны быть без цветных камушек, мы должны быть накрашены, да, то есть нам не разрешено красить губы красной помадой, например. Вот, Наоборот, не да, разрешено. А то не вот разрешено. в Эмирейте обязательно, да, эти красная помада? Мгм, да, у нас не разрешено. То есть Мгм. мы можем, например, малиновый цвет, персиковый, там розовый, вот такие вот цвета не разрешены. Мгм. Вот, да, глаза, ресницы должны быть обязательно накрашены, глаза там тенями, А, то есть, да, Волосы а, убраны, да, вот так как-то, наверное. да, волосы должны быть точно, ну, убраны обязательно, конечно. Мгм. Вот. У нас вот в некоторых авиакомпаниях есть, например, разрешение носить хвост, да, просто Мгм. резинкой как-то можно быстренько А, сделать. А у нас нет, у нас только пучки. мгм, мгм. Поняла. Вот, и цепочки должны быть без подвесок, М, маникюр обязательно, мгм, вот. мгм. Интересно. И без заколок, без страз должны быть заколки, резинки, и часы тоже без страз должны быть. Мгм, мгм. И, наверное, вот, да, такой последний вопрос. Мы вот, когда заходим в Эмирейт или Катар, у них всегда сначала одеты вот специально. У эмирейцев, что вот такие штуки, да, вот, ну, вот, я не знаю, как платочек и шапочка. Мгм. У Катара там тоже что-то. Но потом в процессе они это все снимают и вообще спокойно ходят. И потом, когда уже мы выходим из самолета, они обратно это надевают. У вас тоже так, да, Мгм. получается? Когда люди заходят, вы должны Да, быть в кепке? да, мы обязательно тоже так делаем. Получается, у нас пилотка, перчатки обязательно, когда мы встречаем пассажиров. Мгм, А когда идет команда от старшего бортпроводника boarding complete, это мгм, означает, что пассажиры все, то есть зашли все, и мы закрываем двери. То есть мгм. вот после команды boarding complete мы снимаем пилотки и перчатки. И потом, когда уже ну, пассажиры выходят, вы уже обратно, да, надеваете? Да, Или... когда мы приземляемся, уже переводим двери и Мгм, сразу надеваем пилотки и перчатки. мгм, мгм. Очень интересно.
Прикольно. И вот для меня тоже очень интересный вопрос, кто закрывает вот эти двери самолета? Бортпроводник, старший бортпроводник? Вот, например, если я отвечаю на третьей двери, да, Мгм. эту дверь открываю я и закрываю тоже я, потому что никто, ни другой должен не открывать, закрывать не должен, потому что за М, эту дверь отвечаю я. мгм, Если там другой бортпроводник закрыл, да, и там что-то сломалось, мгм, отвечает тот бортпроводник. И мгм. поэтому как бы опасаются все, и Не трогают, да, получается? все должны закрывать, открывать только свои двери по команде М, старшего бортпроводника. То есть мы не имеем открывать дверь без команды. Интересно, очень интересно. Вот. Спасибо большое, Серия. Вот Азамат написал, Хафизов, я только сегодня подписался на вас, вы большие молодцы, побольше таких трансляций, Афарин. Спасибо большое, да, мы вот будем Спасибо большое. Да, спасибо, Сарии, за такой интересный прямой эфир. На самом деле, мне было очень интересно. Я просто как бы завершаю, чтобы успеть сохранить и чтобы успеть попрощаться. Вот. Так что я тебе желаю безопасных полетов, чтобы были интересные направления, чтобы всегда были пассажиры позитивные, чтобы коллеги тоже были позитивные. Вот. И, конечно же, здоровье, чтобы, чтобы можно было много летать, вот, по разным направлениям. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Вот, Мгм. еще, может быть, когда-нибудь Анна, увидимся. Так, Фарида, очень интересно, молодцы девочки, основную часть пропустила, сохраните, пожалуйста, на некоторое время. Да, я сохраню на сутки, а еще я выложу этот эфир на YouTube-канал Башкор 2.0. У нас там все эфиры с моими разными гостями из разных стран. Вот, сейчас выложу еще в сторис, как там называется, вот, наш канал YouTube. Вот, спасибо большое, Саре, успехов тебе. Мгм. Давай, Ага, пока. если у вас есть вопросы, можете мне написать в личку, я вам обязательно отвечу. Да, да, вот Сария стюардесса у нее называется страничка. Вот, у кого, если есть вопросы, пишите, подписывайтесь. У тебя классные вообще фотографии. Вот, Спасибо. и очень интересно пишешь, вот, поэтому подписывайтесь на Сарию. Все, пока я тебя сейчас отключаю. Пока. Мгм. Пока-пока. Пока. Пока. Вот, Башкор 2.0 называется YouTube канал, и вчера я туда выложила мой крайний прямой эфир с Гульназ из Франции. Вот, она рассказывала, как она поступила бесплатно в международный, в Парижский университет в магистратуру по направлению международный бизнес и менеджмент. И в ближайшем будущем также планируется прямой эфир с Гульназ Апай из Германии. У нее тоже очень интересное направление. Вот, скоро будет анонс. Вот, я думаю, что на следующей неделе мы с ней тоже встретимся. Так что спасибо вам за то, что были с нами, задавали вопросы. И давайте еще раз в будущем увидимся в прямых эфирах. Пока-пока всем. Спасибо.